И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче 13-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги, группа для игроков не старше 17 лет, на поле встречаются команды. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, Приморский край, игровая футболка цвета салатовый и команда Сахалин, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, игровая футболка цвета белый. У микрофона для вас работает Алексей Семененко. Представляю вашему вниманию составы играющих команд, начиная с хозяев. Голкипер номер 12 Евгений Грязнов, далее полевые игроки. Номер 38 Ренат Абдурахманов, номер 77. Алан Батуев, номер 99, Матвей Башкирцев, номер 70, Степан Гресов. 28-й Глеб Зорин, 36-й Игорь Клоченков, 10-й Владислав Клименко, 19-й Кирилл Копылов. Номер 45 Алексей Махлай, номер 5 Дмитрий Серебряков, главный тренер команды Евгений Валерьевич Молоков. Гости. Голкипер номер 1 Артем Щепанский. Далее полевые игроки. Номер 3 Эльмир Голубев, номер 10 Никита Долин, номер 7 Тимур Друсалевич, номер 20 Олег Ким. 5 Алексей Кириенко, 4 Егор Полякин, 27 Тимофей Савенков, 8 Дмитрий Свиридов. Номер 65 Владислав Фоменко, номер 6 Герман Шрейдер, главный тренер команды Олег Анатольевич Сидоренко. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в составе. Арбитр в поле Евгений Устенко, город Уссурийск. Первый помощник Илья Тройников, второй Артур Никитенко, оба город Владивосток. Резервный судья Кирилл Гусарев, город Хабаровск. Инспектор сегодняшней встречи Сергей Борисович Александров. Но и нельзя не сказать, что в этом матче сегодня между собой встречаются команды, которые располагаются рядом в турнирной таблице. После 11 проведенных встреч у Сахалина второе место 28 очков, у Кшора третье место 26 очков. Но при всем при этом личная встреча между этими командами, та, которая состоялась в первом туре чемпионата, завершилась победой команды Кшор на выезде со счетом 1-0. Но и все готово для начала этого поединка. Стартовый удар сейчас произведут хозяева. И большая группа футболистов в салатовых футболках готова совершить рывок. И, следовательно, увидим мы сейчас длинную передачу. Оперативно, быстро. А вот же она. Ну что ж, этот поединок начался. Давайте вместе за ним с интересом наблюдать. Но а перед этим нельзя не упомянуть то, что совсем недавно завершился матч между командами этих же школ в возрастной группе игроков не старше 15 лет. И там победу одержали гости со счетом 1-0. Классный был матч. И очень достойные друг друга соперника в нем встречались. Преимуществом, конечно же, владивостокцы владели, но отличную контр-игру продемонстрировали сахалинцы. И в одном из эпизодов на 35-й минуте забили. И минимальное преимущество до конца матча сохранили. Ну а как она будет здесь? В группе для игроков не старше 17 лет. Посмотрим. Забег. Интересно, может быть, опасно. Удар по воротам. Мяч летит и в воротах оказывается. Владислав Клименко счет в этом матче открывает. Невероятную скорость он смог развить. И откликнуться на передачу острую от партнера. Защитников опередить. А выскочившего вратаря тоже. И смотрим мы за повтором этого момента, как вот такой вот заброс вперед стал результативным. Ну, давайте отметим вот это вот голевое действие в виде паса от Алана Батуева. Ну, конечно же, главным образом здесь стал мощный рывок от Владислава Клименко, тем фактором, который позволил Кшору в этом эпизоде счет открыть. Итак, Клименко вышел в этом матче в стартовом составе, что происходит не всегда, но мы каждый раз отмечали то, что появление Владислава и в целом тогда, когда он на поле, оно, конечно же, обостряет действия его коллектива.
Футболист быстрый, напористый, техничный, красивые голы в этом сезоне забивавший. Ну и здесь буквально уже в самом начале игры отличившийся. А гости. Дальний заброс был, попытка скидки не состоялась, точнее сказать, не удалась. И крупным планом Дмитрий Свиридов, выступающий под номером 8, один из пары нападающих. И снова Владислав Клименко устремляется вперед. Гол, который он забил, стал для него в этом сезоне уже 6-м. Это один из лучших показателей в команде. Но Икшор в активном прессинге на чужой половине. Классный пас, отличное открывание. Скидка неудобная. Борьба завязывается, и нарушение правил, судя по всему, от Степана Гресова фиксируется. Крупным планом только что был главный арбитр сегодняшней встречи. Опытный Евгений Устенко. 4-й сезон в юношеской футбольной лиге матчи. Обслуживающий. Гости левым флангом в наступлении находятся. И вот такой прострел. Так совершенный, что мяч после него пределы поля покидает. Евгений Грязнов. И вот такой вот мощнейший удар вперед. Игорь Клоченков в борьбе. Мяч в воздухе. Алан Батуев. Ну, наверное, давайте скажем то, что сегодня в той тройке атаки, которая у владивостокцев: слева Клименко, справа Батуев, в центре Клоченков. Видимо, так. С мячом Алан обостряет, простреливает. Даже получается, что бьет. Артем Щепанский кончиками пальцев до мяча дотягивается, и его за пределы поля переводят. Право на угловой хозяева зарабатывают. Но и видим и то, что пара футболистов Икшор к сектору подтягивается, и в итоге к подаче готовится Клименко. Навес. Выпрыгивание. Мяч у хозяев остается. И вот Тимофей Савенкова пределы поля покидает. Так, Тимофей действует в полузащите слева. Отчетливо видим мы это. А это Дмитрий Серебряков, защитник справа. Нарушение. Штрафной назначается. А нам с вами показывают одного из центральных... Нет, Герман Шрейдер. Герман. Он же, по-моему, нападающий. Проверим. Ну, а пока... Ренат Абдурахманов готовится к удару. 2 человека в стенке. Разбег. Подача. И, по-моему, Герман Шрейдер первым оказывается на мяче. Ой, какое столкновение нехорошее.
И под аплодисменты, видимо, то, что Егор Полякин пределы поля самостоятельно покидает. Ну, конечно же, вот такое вот попадание где-то в область глаза либо виска состоялось в стыке с соперником. И сильное неприятное ощущение Егор вынужден был ощутить. Ну, судя по всему, потребуется замена, потому что после таких вот столкновений не всегда они прям таки сразу позволяют продолжить в матче участвовать. Но и Глеба Зорина тоже осматривает медицинский сотрудник, потому что вот как раз-таки эти два игрока и были в том эпизоде. Вот такая неудачная передача, приводящая к тому, что ситуация у ворот. Кшора, удар и спасение от Евгения Грязнова, который сумел и позицию занять, и среагировать, и до мяча дотянуться. Но и после того момента атака от Сахалина была продолжена. Нарушение правил. И, видимо, против Дмитрия Свиридова. Подача. В район дальней штанги. И удар опасный. От Владислава Фоменко, который классно туда отскочил. В ту зону, откуда в итоге пробил. Не исключено, что это домашняя заготовка. И Владислав Фоменко только что очень опасен был. 10 минут команды провели. Но, насколько я понимаю, пока что оба коллектива играют в десятером. Герман Шейдер. О, какой длиннющий заброс. Итак, Герман точно не нападающий, он крайний защитник, видимо. И сейчас позицию занял. А тем временем Кшор из-за боковой линии был вброс. В атаке Сахалин. Навес. И мяч в руках у Евгения Грязнова побывал. Тот его быстро в игру ввел. Потерян. Ну что, видим мы то, что Глеб Зорин уже на поле. А вот что касается Егора Полякина, то, по-моему, пока нет. Борьба в районе средней линии. Нарушение. И у мяча Никита Долин. Подача.
Ну что, фиксируем то, что есть некоторое преимущество в эти минуты у гостей. Несмотря на то, что они, как мы с вами понимаем, находятся в меньшинстве. Батуев. Зорин. Глеб. Шейдер. Забрасывает блестяще. Скидка классная. И забег перспективный. Вот так вот. Что творит длинный заброс? Буквально только что мяч был в недалеке от их ворот, сахалинских. Но заброс и скидка, и вот уже врывание к непосредственной близости в сторону ворот чужих. Зорин в район дальней штанги передачу сможет сделать. Транзитом через партнера. И не получается Алану Батуеву забить, который, видимо, пас отдавал. Хотя, конечно же, шансы уже были на то, чтобы самостоятельно эту атаку завершать. Клименко. Навес. Ох, какой высокий. Выпрыгивание. Затяжное такое, прям от Глеба Зорина, позволившее ему до мяча добраться и скидку совершить. Швейдер. Савенков. Классно развернулся. Долин. Отлично сохраняет. Точно дает. Далее через Свиридова направо. А там Клименко включается. Отбирает мяч. Скорость набирает. По сторонам смотрит. Партнеру отдает. Долин. Ну и Алексей Махлай катит мяч назад. Грязнов. Еще одна атака от Сахалина. Классная передача. Отличное открывание. Опасное вбегание. Что будет дальше? Передача. Обработка, скидка. И вот такой вот навес классный. Хорошая атака была от Сахалина. На всем ее протяжении, которое держало в напряжении. Отличный отрезок демонстрируют гости. Но впереди хозяева.
Абдурахманов падает. Но абсолютно по собственной воле. Долин с удовольствием мяч подхватывает и на ударную позицию, выйдя, бьет. Предупреждение получает Алексей Махлай. Башкирцев. Долин. Интересный был момент. Получается, что Алан Батуев из тройки нападающих Кшора самый вариативный. Он может сыграть как и центрального нападающего, так и с краю. А вот слева или справа такое ощущение, что ему вообще без разницы. Ну, а самым вариативным у гостей, видимо, является Никита Долин. Башкирцев. Грязнов. А вот налево, интересно, сможет дать передачу на Алексея Махлая? Пока он там, Алексей был один. Нет, бьет по длине. Махлай. Подача. Скидка. Щепанский. Ого. Интересно, кто из вратарей обладает более мощным ударом? Евгений или Артем? Они так достойны друг друга. А тем временем... сразу... решил пробить в лед. Можно сказать, что издали. Футболист, который вот, собственно, был там на острие. У гостей только что. Зорин. Классно бежит. Итак, на острие у гостей действует Алексей Кириенко, номер 5. Ну, а в центре обороны вернулся после оказания ему помощи Егор Полякин, номер 4. Интересный забег в котором... О, какой классный подкат от Германа Шрейдера против Алана Батуева.
Но вот это очень интересное противостояние. Итак, Герман на 30 метров сейчас мяч отправит, а может быть и на все 40. Передача. Опасная ситуация. Удар по воротам выше. Но снова удар. Тимур Друсалевич. Вновь от Кшор быстрая потеря. Абдурахманов. Фоменко против Клоченкова. Мощный клатч. Но и в этой схватке мяч остается у Кшор. Но, правда, Эльмир Голубев чуть-чуть пострадал. Махлай. Клименко падает на вираже, а после этого падает от стыка с Игорем Клоченковым, один из защитников Сахалина. Ну и желтая карточка за этот фол. И снова гость оказывается временно в меньшинстве. Савенков. Предупреждение получил игрок команды Кшор Игорь Клоченков, номер 36. Никита Долин готовится к подаче. Разбег в район ближней штанги. Наброс. А здесь вот такой удар.
И красивый полет от голкипера Кшора. Глеб Зорин в касание. Налево, где врывался Алан Батуев и, судя по мнению арбитра, он же и фалил. Махлай идеально вбросил. Глеб Зорин. Свиридов перехват. Долин. И длинная передача. Голубев. Ким. Полякин. Капитанский заброс. И удар по воротам. Хо-хо, от Германа Шрейдера, который на заброс в данном случае откликнулся, а не сам его совершал. И здесь момент может быть. Пас пяткой. И еще одна изящная скидка. Но и угловой. Розыгрыш. Но все краше и краше игра становится у Сахалина. Не правда ли? Чувствуют они уверенность. С каждой минутой все больше и больше, но в счете проигрывают. На второй минуте пропустив. Ну так, рискну предположить, то, что из этого оркестра сахалинского пока что некоторым образом выпадает Алексей Кириенко. Чуть-чуть, как будто бы не поспевающий за перемещениями партнеров и за их перепасами. Зорин. И смотрите, 2-0 счет становится. Ошибка, вдруг которую позволяет себе Артем Щепанский и Глеб Зорин, запрессинговавший здесь голкипера. Забитый гол на свой счет записывает. Но кто бы мог подумать? Фоменко скидка, Щепанский вправо обработка от себя, а Глеб Зорин бежал и покатился. Уверенно и успешно. Мяч в ворота команды Сахалин забил Глеб Зорин. Счет матча 2-0.
Вот так достаточно парадоксально. При преимуществе одной команды в счете ведет 2-0 другая. Долин. Отличный заброс направо. Красивый. Оттуда попытка подачи. Классный отбор от Алана Батуева. И нужен перевод. Пытался он его сделать, но упал. Долин. Так, слева. Дмитрий Серебряков встречал продвижение Тимофея Савенкова. Снова с мячом плеймейкер Долин. Точный пас. Но и право на еще один угловой зарабатывают гости. Подача. Классная. И где-то мяч. Ну, давайте попытаемся разобраться. От кого же он пределы поля покинул? От хозяев. Итак, сложно нам с вами объяснить, почему же с этой точки подача углового совершается вновь. Но, видимо, какое-то обстоятельство было. Клименко. Серебряков. Перевод. Махлай. Батуев. Тимур Друсалевич руками себе помогал в борьбе с соперником. Итак, у мяча Алексей Махлай. Подача. Щепанский. Долин, по технике которой самоузнается. Передача перспективная. Забег в котором Свиридов будет пробовать обыгрывать. Скидку совершает. Долин. Навес. Выпрыгивание и мяч в сетке. Вот так казалось, как будто бы Алексей Кириенко, ну мне казалось, уважаемые зрители, конечно же, только мне. И ошибочно. Вот для таких вот ситуаций он на поле находится, лишним образом силы не затрачивая, а вот в таких моментах себя проявляя. На 38-й минуте отставания в счете в своей команде он сокращает. Молодец. Ну и подача классная, как не отметить. Видимо, которую совершил Эльмир Голубев. Ну и высоченный Алексей своим шансом воспользовался.
С линии площади ворот голкипер оппонентов перебросил. Но он действительно высок и мощен. Предупреждение получил Алексей Кириенко, номер 5, команда «Сахалин». И тут же после этого где-то нашел возможность Алексей получить предупреждение. Мяч в ворота команды правосторонней школы Олимпийского резерва завел Алексей Кириенко, номер 5. Батуев. Пожалуй, чаще, чем кто-либо из его партнеров до мяча в своей команде добирающийся. Итак, Клименко, навес. Степан Гресов пробовал в касание найти возможность по мячу попасть и ударить. Клименко. Обыгрыш. Одного, двоих, троих соперников оббежал. На четвертом споткнулся. Грязнов. Надежно. Налево. Махлай. Вдоль боковой. Колоченков. Надо сохранить. Скидка. Ренат Абдурахманов. Потеря. Дмитрий Серебряков. Степан Гресов. Матвей Башкирцев. И вот такая потеря от Алексея Махлая. Вдруг, неожиданным образом. Повтор эпизода с забитым голом. Ну, молодец. Вообще ни одного лишнего движения от автора гола. Он там стоял, он никуда не вбегал, он буквально пару шажочков сделал, выпрыгнул и забил. Своими габаритами и точной передачей в совокупности воспользовавшись. Кириенко. Абдурахманов. Движется. Катит. Просит. Серебряков. Зорин. Еще одна потеря от Алексея Махлая. Вне игры. Но такое, конечно же, в принципе, достаточно рисковое. Для Акшора.
Потому что прям казалось, что рядом находились и защитники. И чуть-чуть они с шажочком, как будто бы, так вот не торопясь с выходом. Ну, прям совсем довели дело до реальной угрозы. Серебряков. Трудяга Батуев прибегает даже вот сюда, к своим воротам, для того, чтобы помочь партнеру мяч из аута разыграть. А где центральные полузащитники, которых аж трое? Гресов, Абдурахманов, Зорин. Алан Батуев. Пас через себя в падении. Игорь Клоченков бежал, но контроль над мячом не установил. Внимание, к основному времени первого тайма добавлено 2 минуты. Шрейдер. А вот это вот, конечно же, прям такие... И вот такие передачи пятками. Хо-хо! Сразу же как-то нас прям, ну, можно сказать, заставляют восхититься и взбодриться. Ну и в самом деле Шрейдер, как забросит, забросит. А вот такие вот передачи пяткой, как вдруг кто-нибудь сделает, и сразу же, в общем-то, ощущается вся та самая интереснейшая в футболе непредсказуемость. И отработанное многократными повторениями мастерство. Ну, непредсказуемость, это, как вы поняли, про определение про пас с пяткой, а мастерство — это про то, что Герман. Но ведь не сразу же стал бросать на 30 метров. Ведь долго ж, наверное, тренировался он для этого. И продолжает тренироваться. А здесь длиннющий пас вперед. А тут классная игра на опережение. Батуев. Потеря. 45 минут истекли. Итак, прозвучал свисток, который означает то, что завершен первый тайм очередного матча 13-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Группы для игроков не старше 17 лет. Поединок между командами Кшор, город Владивосток, Приморский край, и Сахалин, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область. Впереди хозяева со счетом 2-1, голы у которых забили на второй минуте Владислав Клименко и на 33-й Глеб Зорин, на что на 38-й сумел ответить Алексей Кириенко. Итак, больше атакует та команда, которая пока что в счете проигрывает. Каким образом поменяется ли сценарий игры по ходу второго тайма? Скоро узнаем. Ну, а пока раз команды отправились на перерыв, давайте мы с вами тоже, уважаемые зрители, позволим себе немножечко отдохнуть.
Начинается второй тайм матча юношеской футбольной лиги Дальний Восток, ШОР, город Владивосток, Сахалин, Сахалинск, о составах играющих команд. Команда Сахалин, номер 1, Артем Шипанский, номер 3, Эльмир Голубев, номер 10, Никита Долин, номер 7, Тимур Бурсалевич, номер 20, Олег Ким, номер 5, Алексей Кириенко, номер 4, Егор Полякин, номер 27, Тимофей Савенков, номер 8, Дмитрий Свиридов, номер 65, Владислав Фоменко и номер 6. И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Продолжается трансляция со стадиона «Динамо». Город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче 13-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет на поле встречаются команды. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, Приморский край, игровая футболка цвета салатовый и команда Сахалин, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, игровая футболка цвета белый. По результатам первой половины игры счет на табло 2-1 в пользу команды хозяев. В игру вступил Ярослав Чигирев, номер 15, и вместо Дмитрия Серебрякова, номер 5, в игру вступил Даниил Нагервадзе, номер 8. Ну и вторая половина только что началась. Давайте за ней также вместе наблюдать. А в атаке находятся хозяева. Она прервана подкатом, действие которое совершил Владислав Фоменко, один из пары центральных защитников, выступающий там вместе с Егором Полякиным. Номера 65 и 4 соответственно. Слева и справа от них Герман Шрейдер и Эльмир Голубев. Номера 6 и 3 соответственно. Тройка центральных полузащитников. Олег Ким, номер 20. Никита Долин, номер 10. И давайте вспомним, кто же еще. Ну, наверное, Дмитрий Свиридов. Да, номер 8. Слева и справа в полузащите действуют. Слева Тимофей Савенков, номер 27. Справа Тимур Друсалевич, номер 7. И явно выраженный нападающий, автор гола на 38-й минуте Алексей Кириенко, номер 5. Ну и, как указано в протоколе, старший тренер команды Олег Анатольевич Сидоренков. Что касается хозяев, то 2 замены произведены. Вместо Дмитрия Серебрякова вышел Даниил Нагервадзе. И это замена защитника справа. Ну а вместо Степана Гресова, опорного полузащитника, появился также игрок с тем же амплуа Ярослав Чигарев, номер 15. И вместе с Ярославом в центре поля у КШОРа действуют Глеб Зорин и Ренат Абдурахманов. А тройка атаки — это Игорь Клоченков, который сейчас неточный пас совершает. Он действует по центру. О, а по центру какой заброс. Интересный удар по воротам. Хо-хо, рядом со штангой мяч пролетает пушечным образом. Отправленный все тем же самым Алексеем Кириенко, сумевшим до мяча добраться первым. Откликнувшись на передачу от кого? Ну, наверное, от Долина. Но это не точно. Может быть, нам покажут повтор. Итак, Игорь Клоченков, номер 36. Алан Батуев справа, либо слева по ситуации номер 77. И Владислав Клименко, автор гола, номер 10 тоже. Номинально слева, но по ходу матча может быть и справа. Повтор момента. Паса мы не видим, но доступна нам уже концовка этого момента. Итак, в обороне у владивостокцев в центре действуют Кирилл Копылов и Матвей Башкирцев. Кирилл капитан номер 19, Матвей номер 99. Слева Алексей Махлай номер 45, ну а справа, как мы сказали уже выше, на замену появившийся Даниил Нагервадзе. Ну а нам подсказывают, что передачу на Алексея Кириенко вот в предыдущем опасном моменте сумел отдать Олег Ким, один из тройки центральных полузащитников. Это был он. Ну и давайте скажем про то, что ворота команд защищают у гостей Артем Щипанский, у хозяев Евгений Грязнов. От Артема сильный удар вперед. Махлай
Тимур Друсалевич рядом с ним был. Сахалин мячом завладел. Свиридов его потерял. И заброс от Егора Полякина сейчас состоится. Слева заброс от Германа Шрейдера, справа от Егора Полякина. Единственная команда в Дальневосточной юношеской футбольной лиге, у которой в составе сразу двое не просто вбрасывающих, а забрасывающих. И здесь мы видим, как Егор свою попытку совершает. Игорь Клоченков не успевает сыграть по мячу первым. И против оппонента фалит. Егор Полякин готовится к навесу. Аккуратный заброс. Мяч летит. И Алан Батуев по нему играет. Это похоже на потерю. А это похоже на замену. И готовится выйти Александр Василишин. Ну, а меняет он Тимофея Савенкова. Достаточно редкий случай, когда буквально по прошествии 5 минут в тайме под номером 2 принимается решение о замене. Тогда, когда футболист вроде бы с точки зрения состояния самочувствия готов игру продолжить. Итак, к чему приведут, к каким перестановкам эта замена? А пока Шрейдер. Давайте попробуем отыскать Василишина. 99-го. А вот же он, справа. Забег. Борьба. От кого мяч в итоге уходит? От владивостокца. И пока Эльмир Голубев готовится вбросить за боковую, мы давайте с вами скажем то, что Тимур Друсалевич шел налево, ну а Александр Василишин расположился справа, в полузащите. Махлай. Атака. И удар. За это действие аплодисменты от собравшихся зрителей в адрес Владислава Клименко. Голубев. Махлай. Здесь препятствие в виде Долина. А здесь заброс на Клоченкова, который мячом завладев в штрафной площади соперника, находясь, думает, что же делать, и лишь только находится вариант отбросить. Игровой снаряд. А здесь скидка. Где же там Игорь? В опасную зону не поспевает. После этого мяч не сохраняет. Но и повтор наверняка нам с вами сейчас покажут. Скидка была хороша. Итак, смотрим. Алан Батуев. Видите, он даже успел руки в сторону развести. Но где же? Где же, Игорь, ты?
когда мяч летит как раз-таки туда в центр, к осевой линии, чтобы его суметь ударить с убойной позиции по воротам. Шрейдер, интересно, сместился сюда для заброса. И летит мяч. Владислав Клименко пытался помешать. Выпрыгивал. Предупреждение получил Владислав Клименко, номер 10 команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. А здесь нам с вами показывают уже других футболистов. Один из которых Владислав Фоменко. И снова заброс от Германа Шрейдера. И еще один. Щепанский. Ну, давайте посмотрим повтор. Что же здесь? Оу, было. Но прихват-то был за руку соперника. И вместе с ним падение. Это был большой риск на самом деле от Владислава Клименко, потому что, ну, такое ощущение, что все основания были. Здесь его за это повторно желтой карточкой наказать. А может быть даже не желтой. И, соответственно, вот так вот можно было бы из пока что одного из героев матча превратиться в антигероя, если бы команду в меньшинстве бы сейчас Владислав оставил. Абсолютно на ровном месте. Не иначе. Махлай. Вот такая передача. И удар в лед. Хо-хо, Алан Батуев даже так умеет. Молодец. Подстроился классно. И такую вот непростую передачу смог преобразовать в удар. Нарушение.
Сценарий не изменен. Как и в первом тайме, преимущество по территориальному принципу и по владению мячом, соответственно, как правило. Так вот, в этом матче оно пока что в первом тайме, что по ходу второго, у гостей. Но хозяева используют контрвыпады, в которых тройка атаки временами себя очень ярко проявляет. Но ярко, наверное, все же пока не тройка, а двойка. Так как у Игоря Клоченкова пока что в активе каких-то действий, на которые мы с вами обратили внимание, ну, вроде как еще не было. — 60 минут ровно в этом матче позади. Щепанский. Шрейдер. Свиридов. Перевод. Долин. Смещение в центр. Потеря. Из-под контроля мяч упустил. Ну вот снова. Как-то у Игоря Клоченкова ну совсем не получается за мячи цепляться. Все то, что туда прилетает, там, где он с Фоменко, либо же с Полякиным борется, ну, каждый раз практически мяч у сахалинцев оказывается. Глеб Зорин. А не в мяч ли здесь сыграно? Не в мяч, еще и желтая карточка. По мнению арбитра. Предупреждение получил игрок команды спортивной школы. Оу, ну конечно не в мяч. И тоже на самом деле да, такой в достаточной степени еще счастье, то, что всего лишь желтая карточка, а не красная. То, что это всего лишь грубая игра, а не агрессивное поведение по решению арбитра. Ну, как-то на самом деле стали прилично рисковать. Или неприлично рисковать. Хозяева в этом матче, в котором им нужно просто играть. Да, соперник хорош. Об этом они прекрасно знали. К такой непростой игре, в общем-то, все и готовились. Но, по-моему, чуть хладнокровнее был лучше. Действовать владивостокцам чем? Создавать такие риски. Из ничего, а пока. Замена, которая выводит с игры Алана Батуева. Это очень как будто бы сложно воспринимается тогда, когда Алан самым активным у Кшора вроде бы является. Но а вместо него появляется Владислав Шевченко. Судя по всему, в отличной форме находящийся. И сейчас с задачей игру своей команды усилить. И Владислав Клименко уходит. Но вот те, кто были поострее, те и ушли. А вместо них, соответственно, появились Шевченко и Кувшинов. Розыгрыш, подача и неточный удар. Итак, контр-игра у Кшора. Она, в принципе, строилась на том, что в том числе и, пожалуй, чаще, чем кто-либо другой, бежал Батуев, за мячи цеплялся. Помните, в первом тайме мы с вами говорили про то, что чаще, чем кто-либо из партнеров, он до мяча добирается. Ну и временами точно так же удавалось добираться и за мячи цепляться на чужой половине Владиславу Клименко. А как оно будет сейчас? Посмотрим. Зорин. Шевченко. Свежий. Пас. И, кстати, оригинально пытался Игорь Клоченков пропустить. Но защитники организовали перехват.
Сражение. О, какое интересное! Смотрите, в котором Свиридов обокрал Башкирцева. И красная карточка. И все-таки удаление. Но здесь нам, конечно же, нужен повтор. Но два эпизода были, которые были на грани. Принятие арбитром решения такого крепкого. А здесь... Ну, а здесь, собственно, что? Попадание открытой стопой в ногу соперника. И, может быть, покажут еще раз повтор в более замедленном действии, если это возможно. Но, наверное, это невозможно. Ну да. Ну, попадание в ногу в чистом виде, и стопа действительно открыта, шипами в ногу соперника. В большинстве оказываются гости. Алексей Махлаев валит, соперника сбивая. Это был Свиридов. И Дмитрий останется для того, чтобы этот штрафной пробить. Подача. Еще целых 25 минут играть. Был отрезок, когда достаточно длительное время были в меньшинстве гости. Но если помните, даже тогда они в меньшинстве. Вот как раз инициативу перехватили. И какое-то время играли, абсолютно не обращая внимания на то, что их на одного меньше. Удастся ли как-то так подстроиться сейчас уже к шоровцам? Чтобы тоже не особенно обращать внимание на то, что игрока одного не хватает. Смотрите, большими силами переходят. Целых сколько? 6 человек. Владивостокцев на чужой половине были. Абдурахманов. Отличный перевод направо. Ну и назначается угловой. Длиннющая пауза. Пока центральный защитник дошел до сектора. Навес. Выпрыгивание. Скандирование болельщиков. Нужен гол. И вот такая вот потеря. Полякин. Смотрите, активный прессинг от КШОР, позволяющий заставить соперника ошибиться. После такого не паса можно голкиперу мяч брать в руки. Не сразу, но Евгений Грязнов делает это. Зорин
Скорость набирает. Будет обыгрывать. Проскакивает соперника. Готовит удар. Еще улучшает позицию. Скидку совершает. И вновь мяч просит. А в это время... Хо-хо! Ничего себе! А вот такой вот классный спин-мув совершает перед тем, как пробить. Ренат Абдурахманов. Классно он здесь. Финт Зидана заложил. И очень опасную возможность только что сам себе создал. Поворотом пробил и немножко промахнулся. Ким, пас на партнера, заброс вперед. Друсалевич. Подача. Удар. О, рядом со штангой мяч пролетает Дмитрий Свиридов. Ждем повтор. Кто за него отвечал? Ну, по идее, Ярослав Чигарев. Шрейдер. Отлично здесь получается. Точнее, там справа. И переход в атаку, в которой обыгрывает соперника одного. Пытается проскочить другого. То был Прохор Кувшинов. А здесь Кирилл Копылов. Ну и Василишин. От Алексея Махлая не убежать. Замена в составе команды гостей. Вместо Тимура Друсалевича вышел Алексей Червяков. Номер 17. И, судя по всему, Алексей будет играть справа. Замена в составе команды. О, Алексей Махлай как-то в сторону своих ворот вдруг взял, да ударил мяч. Тимура Друсалевича, номер 7, выступил Алексей Червяков, номер 17. Ух ты, здесь спин-мув классный. Но теперь уже от Егора Полякина. Вот такой ответ от Сахалина. Итак, Егор. Нет, снова Герман. Ну что ж, Герман на 73-й минуте. Уже, наверное, раз в 10-й. В чужую штрафную будет мяч забрасывать. Разогнавшись. Ну и борьба идет. Прохор Кувшинов рукой играет. Ничего тут такого особенного в этом нет. Это просто игра рукой. Хоть и вызвавшая бурю возмущения. И что тут готовится? Удар? Да, это удар. Супер дальний. Владислав Фоменко. Плащенков скидка. Зорин на рывке. Чувствовал момент и бежал, чтобы его поддержать.
Махлай. Игорь Клоченков в глубину создал, открылся, получил и потерял. Ну вот, так достаточно необъяснимо иногда. Как-то Игорь чрезвычайно мячом не дорожит. Рисковое решение принимает. А тем временем гости слева. Кириенко. Там же и Ким. Борьба за мяч. Зорин. На коротке. Копылов. Кувшинов. Ну, кстати, там справа заметен. А здесь на ногах устоял Герман Шрейдер. Хоть и сложно это было, пас отдал. Мяч тем самым сохранив. Глеб Зорин. Голубев. Классный пас. И Свиридов штрафной, но скидку совершает. И далее Никита Долин. Все же предпринял попытку через центр как-то обострить. Набегавшийся Эльмир Голубев. А вот так вот. Но схватит ли сил Эльмиру на продолжение борьбы в этой концовке? На помощь партнерам в атакующих действиях, которые сейчас уже имеют решающее значение для Сахалина. Времени остается мало. Положение вне игры у Кириенко, который совсем чуть-чуть, но опередил в момент паса всех соперников и ближе всех к воротам Кшора был. В составе команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва вместо Игоря Клоченкова номер 36 в игру вступает Степан Гусев номер 94. Итак, выходит центральный защитник Степан Гусев. Меняет центрального нападающего. Занимает позицию справа в обороне. Ну, а что касается того, кто теперь центральный нападающий, то их теперь два. Два форварда, насколько мы с вами видим. Один из них вот как раз-таки Владислав, а второй Прохор Кувшинов. Три центральных защитника. Нет, не три центральных. Еще же Алексей Махлай, поэтому 4 защитника. 3 полузащитника, 2 нападающих. Но, естественно, что это при атаке, а при обороне, вот мы видим как. Прохор занимает справа свою зону, Владислав Шевченко слева.
на своей половине. Сахалинцы атакуют. Некая опасность возникает. И Евгений Грязнов мяч ловит. Ким. Глеб Зорин всех перепрыгнул, но скидку точно совершить не смог. Ренат Абдурахманов. Махлай. Зорин. Очень легко соперника обыгрывает. После этого пас направо отдает. Втроем Кшор атакует. Отличная передача от Глеба. Владислав Шевченко. Ну и как-то опасно Владислав сыграть не смог. А здесь пас на третьего не проходит. Ким направо. Червяков тоже направо. Сам же Алексей открывается в свободную зону. И право на аут для Германа Шрейдера зарабатывает. Герман Шрейдер очень тщательно готовится сам и предлагает партнерам расположиться, подготовиться к тому, чтобы за позицию побороться. Скидка. По диагонали наброс. Шрейдер. Обработка. Подача. Подбор. Свиридов. Удар. Мяч где-то в ногах застревает. И рядом со штангой в итоге пролетает. После удара с очень близкого расстояния от кого-то из сахалинцев. Когда здесь Фоменко мяч сбросил и с 6 практически метров Александр Василишин бил. Гусев сражается. Зорин завладевает. Пас вперед отдает. Ким. От Олега пас направо. Алексей Червяков. Ох, смотрите как. Владислав Фоменко добежал. Он в атаке остался. Владислав Шевченко за мяч вцепился, в то время как соперники вцепились в него. И так как арбитр находился рядом, то решение он в итоге принял, то что это фол в пользу Кшор. Махлай. Неудачно. Щепанский. Большое количество игроков Кшор на чужой половине остались. И в это время мы видим, как атакуют Сахалин.
Свиридов. Ох, как классно обыгрывает двоих и передачу совершает Евгений Грязнов. Кончиками пальцев до мяча дотягивается, но этого оказывается достаточно, чтобы прервать вот эту вот опасность, а после этого не играли, рукой была. Сколько же риска допускают и позволяют себе в простых ситуациях игроки КШОР. Зачем сейчас была вот эта вот, знаете ли, выставленная в сторону рука, которая вполне могла привести к тому, что арбитр бы ее вдруг взял бы да рассмотрел. В атаке Сахалин. Левый полуфланг, удар по воротам и спасение от Евгения Грязнова вновь. Кувшинов. Сброс. Шевченко. Забег. Олег Ким рядом с ним. И назначается удар от ворот. Олег Ким даже не понял, что происходит. До последнего он к мячу тянулся. Уже за линией ворот он смог его достать. Но тогда уже ему партнеры сказали, что мог бы и не стараться, потому что мяч все равно уходил от Шевченко. Свиридов. Ну как же Свиридов там раскачал и финтами разбросал соперников и опасную передачу организовал. А здесь в борьбе. А это подкат от Глеба Зорина, у которого есть желтая карточка. Она вторая становится. Она вторая, уважаемые зрители, на 86-й минуте. Ну что ж, я думаю, что, конечно же, большим уроком должна в целом эта игра стать для КШОР, потому что вот так удаляться как? Хотя, в принципе, здесь-то попадания не было по ноге соперника. Опасная игра была, да. И арбитр в итоге расценил это не как опасную игру, а как фол. Но, начиная с где-то 60-й минуты, как-то все это так началось в действиях игроков владивостокцев, что оно как будто бы и должно было к чему-то такому привести. В итоге к 2 удалениям. Повтор опасного момента, который был совсем недавно. На 83-й минуте. А вот это тот самый Свиридов, который, ну как же замечательно здесь сработал. И подачу совершил. И Евгений Грязнов спас. Голубев. Навес. Скидка. Свиридов. Подача. И мяч пределы поля покидает. И еще достаточно много минут играть. 88-я минута идет. Наверняка 3 будет добавлено. Может быть, даже чуть больше. Это значит то, что по меньшей мере еще целых 5 минут командам на поле нужно будет провести. И владивостокцам нужно максимально собраться. Хоть, конечно же, они, в принципе, так и действуют. Собрано, с желанием, но, к сожалению, и сильно рискуя в тех случаях, когда ситуация особенно этого и не требует. Навес. Евгений Грязнов ловля. После этого стык. И капитана гостей показывают нам. Сахалинцы после того, как эти 2 матча младшие и старшие команды проведут, через день проведут еще 2 с приморским филиалом Академии «Динамо».
Махай. Кувшинов. Падение. Было похоже на то, что был он сбит. Но нужно подниматься. О, классно, Прохор. Смотрите, как здорово в прессинге. Просто молодец. И мчит вперед, но все же. Защитники мяч забирают, и Прохору нужно подниматься. Игра-то идет. И в итоге назначается удар от ворот. Внимание, к основному времени матча добавлено 3 минуты. Но вы слышали, уважаемые зрители, 3 минуты добавлено. Только что было объявлено. Сильный удар вперед, скидка. И нарушение. Владислав Фоменко. Желтая карточка. Степану Гусеву здесь досталось. Предупреждение получил Владислав Фоменко, номер 65, команда США Сахалин. Евгений Грязнов. Снова мощный. В данном случае точно мяч вперед отправил. Махлай. Молодец. За мяч зацепился. Дмитрий Свиридов абсолютно непонятно, что пытается арбитру доказать. 100% он правила нарушил. И желтую карточку за демонстративное несогласие с действием арбитра 8-й номер гостей получает. Хотя совсем вот буквально недавно поймал себя на мысли, что вот насколько игра вроде бы по результату не складывается в пользу гостей, но как-то ведут они себя так достойно, каждый из них в отдельности и все вместе взятые. И не срываются ни на что не спортивное, как вдруг Дмитрий все же чуть-чуть не сдержался. Но все равно в целом, конечно, сахалинцы очень классное впечатление производят, что младшая команда, что старшая. Ренат Абдурахманов. Шел, упал. Встал, побежал назад. Позицию занимает. А в это время навес. Борьба, скидка. Отчаянно владивостокцы отбиваются. Поляки. Налево. Оттуда. Навес. Мяч летит. Свиридов. Обыгрывает. Владислава Шевченко. С правой ноги навешивает. Выпрыгивает сразу большая группа игроков. И в итоге мяч отлетает. И арбитр свистит. И хозяева радуются. А гости идут расстроенные. Ну что, хорошая победа. Ну, напряженная игра. И победа, которая, конечно же, отняла очень много сил, но придала огромное количество положительных эмоций.
Но и, соответственно, много разных ситуаций для того, чтобы их проанализировать команде, как одной, так и другой. Ну и, собственно, что? На этом, уважаемые зрители, основная часть нашего репортажа очередного подходит к завершению. И впереди нас с вами ждет обзор опасных моментов, а также интервью игроков и тренеров по одному от каждой из команд. Ну, а с вами остается еще раз обе команды за игру поблагодарить, Шор с победой поздравить. Ну и пожелать друг другу всего самого лучшего и доброго. Ну а я со своей стороны по традиции, как и в конце каждой трансляции, призываю вас всех заниматься спортом, потому что спорта в жизни современного человека должно быть много. Кирилл Копылов, полузащитник команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва, с победой. И игра была такая, что искры летели. Спасибо, да, игра была боевая, можно сказать, мясорубка просто. Судья, конечно, тоже дал огня, плохо судил, это было видно. Не какие-то 2 красных карточки ненужные вообще, непонятно за что. Но мы додержались, справились и идем дальше, после перерыва вернемся. У тебя была вчера травма, я знаю, что на тренировке не в полную силу тренировался, все нормально, вышел на игру и отыграл? Ну, я весь вечер потом дома разрабатывал, перед игрой разрабатывал. Вышел, конечно, с болью, но для команды все силы давать вообще не жалко. Все, еще раз с победой, и есть теперь заслуженный перерыв. Да, сейчас будем отдыхать, наконец-то лето. Все, спасибо. Женя! Фишки возьми, синие фишки, собери. Евгений Молоков, тренер команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Резерва, да. Везение уже хотел сказать. Евгений Валерьевич, с победой и комментарий к матчу. Да сложно комментировать, сложно. Эмоции переполняют, и положительные, и отрицательные.
Собственно говоря, футбола было меньше, чем хотелось бы. Была борьба, была битва, было какое-то там сражение. Ну, надо отдать должное обеим командам, пацанам и с той, и с другой стороны. Вот, что они ноги не убирали, стыть и шли. Но я считаю, что это были честные единоборства. Вот. И очень обидно, что немножко сломалась игра после каких-то странных решений судейских. Вот. Много решений я не понял на поле. Вот. С моей стороны, наверное, когда два удаления есть, конечно же, тренер пытается предвзятость какую-то увидеть у судьи. Я не знаю, или это ошибки, или это предвзятость, но игра сломалась. Однозначно она сломалась уже после удаления первого. Ну, естественно, в концовке, когда мы буквально минут 10 играли вообще в девятером, вот, это было уже на морально-волевых. И я безумно благодарен пацанам, что они выстояли. Вот. Другое дело, что следующий матч мы без двух игроков стартового состава. Вот. Ну, будем думать, как нам это все восполнить. А так... по игре. Ну, сложно, правда, сложно говорить, вот, потому что футбола как такового, именно разумного футбола было мало. В основном все свелось к тому, кто кого там переборет, дальше ударит, чуть побыстрее пробежит к мячу. Вот так вот. Спасибо, с победой. Пожалуйста. Олег Анатольевич Сидоренков, сегодня вы, главный тренер команды, были. Ваш комментарий к матчу? Ну, во-первых, очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы. Знали, что нас ждет непростой поединок. Естественно, настраивались, но если брать совокупность, то, конечно, пропущенный гол в начале матча, он, конечно, дал свой отпечаток. Потом появилась дополнительная нервозность. Очень много, скажем так, добавилось суетливых действий, которые мало приводили к какой-то эффективности, тем более в атаке. Да, создавали моменты, создавали определенное давление, но, к сожалению, когда только буквально перехватили немножко игру в свои руки, чуть-чуть успокоились, получился опять второй гол на ровном месте. Опять мы не сработали в обороне. На ровном месте привозим гол, который, в принципе, опять же, не является заслугой соперника. Это чистая наша ошибка, которая, к сожалению, привела ко второму голу. Естественно, за что большое спасибо ребятам, которые не опустили руки и продолжали играть. Мы, в принципе, до последнего претендовали на какие-то очки. И, в принципе, даже если брать по тем моментам, которые создавали, мы могли рассчитывать на это. Но, к сожалению, много факторов, которые влияют на это. И короткая скамейка. У нас очень тяжело усиливать игру заменами. У нас это практически невозможно, это у нас не получается. И люди, которые получают шанс, они не могут попасть в игру, чем-то, скажем так, помочь. Понятно, что это наша общая проблема, но, к сожалению, если брать констатацию этой игры, оно так. Вы отличный ход набрали и шли здорово, но вот сейчас такой календарь был, что несколько подряд очень тяжелых матчей, и вот буквально через 2 дня следующая игра. Как вы считаете, успеете восстановиться? Ну, нам некуда деваться, нам придется восстанавливаться. Да, в принципе, неплохой ход. Ребята молодцы, еще раз говорю, потому что, ну, это и отпечаток работы на тренировках, и отношения, и у них уже достаточно опыта, чтобы претендовать на более высокое место, чем второе место. Ну, естественно, что от этих факторов, сейчас говорить о каком-то ходе, ход он определяется конечной турнирной таблицей. Сейчас нет смысла говорить о каком-то ходе, о какой-то серии. Серий может быть множество, они у нас, кстати, и были в предыдущие сезоны, но самое главное — это итоговая таблица, она все расставит по своим местам, так что сейчас нет смысла говорить о сериях, о каких-то ходах и так далее. Все, спасибо большое. Никита Долин, команда «Сахалин». Чувствую, подрастроились немножко, потому что была близко и ничья, и, может быть, даже где-то еще победа.
Ну да, были моменты, пустили 2 ненужных гола в начале, вообще на своих ошибках. Ненужный аут, который мы кинули назад, потом пропустили в обороне игрока, выход 1 на 1 и гол. Потом спокойно может наш защитник выносить, отдает вратарю, вратарь ошибается, мы пропускаем гол. Ну, 2 своих ошибки, в принципе, соперник ничего не создал такого. Ну, молодцы, их с победой, но с такой игрой я не знаю, как они могут первое место занять. Как-то... Ну, так получилось, что в чемпионате есть несколько команд, которые борются, в том числе и Сахалин, и Икшор, и Скахабаровск. И, конечно, в матчах между этими соперниками очень много решается. И сегодня чувствуете, что это такая была игра, с которой, ну, за 6 очков? Ну да, чувствовалось, конечно, мы настраивались на эту игру, но у нас до этого еще была игра, у нас сейчас подряд игры идут, ну, это оправдание, все. Соперник, молодцы, что, с победой, ну, будем бороться. Еще не конец турнира, думаю, очки еще потеряют, у них еще матч со СКА, где, думаю, все решится. Все, спасибо большое. Давайте, молодцы, пацаны, хороший футбол. Это мячи оставь, это пацаны. Отправишь ему сразу? Ну все, как будто мы не знаем.